Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство добивается признать РУСАДА организацией, не соответствующей кодексу. Также предлагают ввести ряд санкций в отношении спортсменов России. В частности, на 4 года лишить российских спортсменов возможности выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории Российской Федерации. Внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. Сегодня главе комитета по соответствию ВАДА Джонатану Тейлору был задан вопрос о возможности участия сборной России по хоккею в ближайшем чемпионате мира. Он, в свою очередь, подчеркнул, что ни для какого вида спорта не будут сделаны исключения. Если к началу того же чемпионата мира по хоккею спортивный арбитражный суд уже примет решение не в пользу России, то тогда на лед выйдет нейтральная команда. Причем было четко оговорено, что в ее названии не будет никакой привязки к географической принадлежности, в отличие от того, как было на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Продолжение хоккейных новостей. АК Барс обыграл Сибирь и одержал 7-ю победу в континентальной хоккейной лиге. На своей площадке в серии послематчевых буллитов казанский клуб одержал победу со счетом 2-1. В составе победителей на 47-й минуте гол забил Никита Лямкин. Победный буллит на счету Артема Галимова. У Сибири на 22-й минуте отличился Виктор Комаров. АК Барс продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 31 матче 52 балла. Сибирь идет на 9-й строчке, имея в активе 32 очка в 30 играх. В следующем матче казанская команда примет 29 ноября на своей арене хоккейный клуб «Сочи». Сибирь в тот же день сыграет с хельсинским «Юкеритом». Женский волейбольный клуб «Динамо» обыграл болгарскую «Марицу» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3-1. Это уже вторая победа на счету российского клуба. «Динамо» лидирует в турнирной таблице группы «Б» с 6 баллами в активе. Французские «Каны» идут вторыми, имея 5 баллов. Третье место занимает команда Свердловской области «Уралочка» с 1 баллом в активе. На последней строчке располагается «Марица», не сумевшая набрать очков. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Канами», а «Марица» на выезде встретится с «Уралочкой». Обе встречи пройдут 17 декабря. А вот гандболисты российского «Спартака» проиграли Загребу в матче Юго-Восточного гандбольной ассоциации «Газпром-лиги». В пользу хорватского клуба встреча завершилась со счетом 39-23. В турнирной таблице группы «Б» «Спартак» располагается на 6-м месте, имея 1 победу и 6 поражений. Одержав 4 победы и дважды уступив, Загреб идет на 3-й строчке. В следующем туре московская команда сыграет с белорусским Брестским гандбольным клубом имени Мешкова. Встреча пройдет 2 декабря. Правительство Татарстана и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Гранд-финала открытого Кубка России по киберспорту пройдет в Казани 14 и 15 декабря. Участники будут соревноваться за кубок по дистанциям Dota 2, Clash Royale, а также в специальном турнире по Counter-Strike. Вход и участие на соревнованиях будут свободными. Призовой фонд финала составит 3,5 миллиона рублей. На этом все. Будьте в курсе спортивных событий.